Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 17 августа 2020 года. Это у нас понедельник. Посмотрим, что ждет в этот день. Так, выпадает карта Крест. Какой-то очень важный день. Будет помогать ребенок, мешать медведь. Карта для отношений коса. Для работы сердце, для денег сад и карта для здоровья, вот по вашему совету. Будем подсказывать на метафорической колоде. Итак, у нас карта Крест. Она здесь изображена как крест какой-то сияющий, да, какой вот на небе отражается. То есть какая-то ситуация по судьбе, человек по судьбе или, в общем, все, что заложено уже было ранее, оно сегодня осуществится. И вот если сегодня будет происходить что-то, может быть, неожиданное, или то, что трудно воспринять, во что трудно поверить, вот желательно это проанализировать сегодня, да, для того, чтобы легче было вот в ситуацию войти, легче, чтобы пережить ее. Желательно вот вспомнить про то, что некоторые события, да, у нас в жизни, они как бы неизбежно происходят для того, чтобы мы что-то поняли, осознали. Может, кстати, по этой карте не только сложности быть, но и наоборот улучшение, да, то есть это как помощь от судьбы может быть. Но даже если сложная ситуация, это все равно помощь от судьбы тогда, когда мы не хотим идти своей дорогой, жить своей судьбой, да, тогда вот какие-то сложности происходят. Но когда мы сами стремимся, улучшаем, там учимся, в общем, что-то делаем, какие-то усилия для того, чтобы улучшать свою жизнь, свою судьбу, тогда под этой картой происходят только очень хорошие события. Давайте посмотрим из маг-колоды дополнительно, что же этот крест может нам предлагать. Вот смотрите, как интересно. Скорее всего, сегодня будет ситуация или человек, который нам покажет наше предназначение, который нам покажет, где мы можем быть заметными, где мы можем себя проявить. И, скорее всего, через какое-то время у нас уже появится возможность это, как сказать, начать осуществлять, да. Скорее всего, это связано с делом, скорее всего, это связано с, знаете, внутренней такой потребностью, да, вот понять, где мое место в жизни, чем мне лучше всего заниматься. И вот как раз сегодня такая ситуация возникнет. Это может быть просто как озарение какое-то, это может быть просто придет какая-то идея, да, но осуществлять мы ее, скорее всего, будем не сразу, потому что здесь на второй карте изображена весна, да, человек пришел к морю, море – это возможности, да, это сама жизнь. И здесь еще пока что деревья, которые еще от холода не отошли, да, то есть еще нужно время для того, чтобы вот это все реализовать, но уже будет понятно, что делать, что будет эффективно, да, что подходит и так далее. Если же это касается отношений, да, то может быть это встреча с человеком, который по судьбе, но отношения как-то начнутся не сразу. Может быть, нужно будет как-то узнать получше человека, да, то есть подойти к нему поближе, скажем так. А что будет помогать? Будет помогать ребенок. То есть, когда мы будем относиться к жизни легко, когда мы будем ждать от нее хорошего, а не плохого, когда мы будем мечтать, когда мы будем себя естественно проявлять без масок, да, ну и игра, просто жизнь как игра. А что будет мешать? Мешает медведь. Когда мы на чем-то зациклены, когда мы стараемся настоять на своем. Или, кстати, здесь могут мешать в отношениях, допустим, родители, да, бабушки, дедушки. В работе может мешать начальство или администрация, допустим, да, какие-то законы, может быть, могут мешать. Давайте посмотрим, что в отношениях ждет. Сегодня выпадает карта коса, такая замечательная карта, когда показана созревшая пшеница до поля, и мы можем собирать урожай. То есть производит впечатление карты очень приятное. То есть, скорее всего, будет... Давайте-ка я достану дополнительную карту.
Скорее всего, то, что в прошлом было сделано, оно сейчас начинает давать плоды, да, и, скорее всего, это будет что-то хорошее, да, потому что здесь может быть и сделка какая-то судьбоносная, здесь может быть решение вами принято какое-то судьбоносное. Кстати, по поводу ребенка, может быть, да, допустим, у кого-то может быть рождение ребенка в семье, кто-то решится просто на ребенка, у кого-то зачатие, допустим. В общем, что-то такое, связанное с какими-то глобальными переменами в семье. Но также это могут быть и сделки, покупки какие-то, приход денег. Если говорить об отношениях сложных, да, то тогда может быть даже и разрыв, то есть тогда может быть даже и будет принято решение, что все, хватит и уже нельзя эти отношения продолжать, если вот к этому все шло. То есть очень что-то важное, кардинальное. Хочу еще карту достать. Но все равно, смотрите, карта клада, да, то есть больше всего эта карта нам говорит о том, что какие-то поступления денежные, либо какие-то сделки материального характера. Но может быть и клад, как, допустим, понимание того, какой с нами клад наш человек близкий, да, или еще что-то вот в этом роде, когда вот мы это прям четко осознаем. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что может осуществиться мечта, да, то есть тот человек, о каком все время вы мечтали, может войти в вашу жизнь. Но не зря у нас здесь карта крест. Для тех, кто в паре уже. Карта говорит о том, что через трудности вы, скорее всего, уже вместе прошли, да, и дальше вам только легче будет. Да, дерево вот у нас пробилось через ограду, да, и растет дальше, как ни в чем не бывало. То есть вот, скорее всего, уже трудности позади. Потому что у нас карта коса, да, то есть уже пройден тот этап сложный, и дальше уже будет только лучше. Для тех, кто в ссоре. Ну, карта говорит о том, что пытаемся склеить, но вряд ли это возможно, да, то есть, ну, склеить-то можно, но что из этого получится? Может быть, нужно задуматься, стоит ли вообще эти отношения продолжать, и, может быть, лучше закончить и встретить своего человека, более подходящего. Работа. В работе сердце выпадает, но сердце здесь как бижутерия, да, как, может быть, какая-то фотография там внутри этого кулончика, да, которую мы храним на сердце. То, что нам дорого, да, вот может быть это люди, с которыми мы работаем, может быть это то, что нам нравится делать, то есть давайте уточним сейчас. Да, действительно в работе могут быть какие-то перемены, какие-то улучшения, вот вместе с крестом, да, еще связаны. Может быть кто-то предложит работу, о которой давно мечтали. Так, давайте посмотрим еще. Да, в хорошем коллективе, дружелюбном, где к нам будут хорошо относиться. Так, а для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что вот ваша мечта сбывается, да, как раз это крыша, да, то есть это то, что вот больше всего вы хотели. Для тех, кто уже работает, карта говорит о том, что вы сейчас очень устали, вы, скорее всего, уже, может быть, даже не верите в то, что может быть действительно какое-то улучшение, изменение, и это может мешать, да, может быть, стоит все-таки каким-то своим планам, мечтам вернуться, потому что вы можете пропустить иначе какое-то важное, может быть, предложение, какую-то важную информацию, которая могла бы изменить вот что-то в вашей работе, связанное с вашей работой. А для тех, кто своим делом занимается, но здесь просто все очень удачно. Будет действительно день такой, как стремительно все пронесется, все будет нравиться, к вам будут хорошо относиться, контакты будут как бы складываться, да. В общем, день такой, когда мы испытываем удовольствие от работы, мы всем помогаем, мы всем нужны. Для денег выпадает карта сад. Ну, это уже денежная карта, когда у нас много клиентов, когда деньги могут приходить от разных людей, из разных источников, да, и может быть даже когда мы не ждем. Для тех, кто на зарплате, карта говорит о том, что сложность как раз в том, что от нас зависит, сколько мы денег получим, да, может быть, слишком много работы нужно переделать, слишком много охватить там людей, допустим, да, для того, чтобы получить высокую зарплату, то есть слишком утомительно это. Но все-таки здесь есть возможность. Но такое ощущение, что так устали, что даже уже деньги не радуют.
Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта говорит о том, что сегодня придется одевать разные маски, да, для того, чтобы общаться с разными людьми, да, придется как бы подстраиваться, скажем так, да, с каждым говорить на его языке, и тогда вот деньги обеспечены. Это раз. С другой стороны, это могут быть просто разные источники денег показаны, совершенно вот не связанные, может быть, даже между собой, да, оттуда пришли деньги, отсюда, от родителей, там, от супруга, от работы, от одного клиента, какой-то новый пришел, старый, то есть вот здесь вот, может быть, такие вот разрозненные источники дохода. И для здоровья выпадает карта всадник. Но эта карта очень хорошая. Она говорит о том, что будут в здоровье перемены. Перемены, конечно же, к лучшему. Да? Вообще вот эта карта, она говорит о каких-то скорых известиях. Да? Если, допустим, стоял вопрос там, диагноза, вот узнаете скоро. Или, допустим, ваше здоровье как-то связано с тем, что, вернее, самочувствие связано с тем, что нет рядом человека какого-то, да, и может быть такое чувство грусти и всего прочего, да, и это откладывает отпечаток на состояние здоровья. Так вот, значит, скоро будет нужная встреча, и у вас прям как бы организм радуется, да, такая бодрость приходит, желание жить, и как-то все обновляется. И также эта карта говорит о том, что для того, чтобы быть здоровыми, нужно поддерживать свои мысли правильными, да, то есть думать о хорошем, думать позитивно, думать о будущем, да, думать о том, как, в общем, что нужно сделать для здоровья сегодня, чтобы в будущем было хорошо. И это сегодня такой день, когда мысли очень быстро реализуются, очень быстро материализуются, тем более у нас вот карта крест здесь. Давайте дополнительно посмотрим. Да, действительно, сегодня наши мысли прям творят нашу реальность, да, наше здоровье. Очень хорошо сегодня решать вот такие вопросы. Еще одна карта говорит о том же. То есть можно решать вопросы здоровья с помощью медитации, с помощью творчества, с помощью воображения, да, с помощью, может быть, молитвы, обращение ко вселенскому разуму. И это будет очень удачно и успешно, да, и повернет ситуацию в лучшую сторону. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!